Для парламентариев республики неделя прошла в напряженной работе. Депутаты Госсовета Татарстана утвердили параметры бюджета на следующий год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Ключевой финансово-экономический документ принят на следующий год бездефицитным. Ко второму чтению поступило и было рассмотрено 200 поправок. Я думаю, не имеет смысла сейчас подробно погружаться в параметры бюджета Татарстана. Это все-таки отдельная тема. Важнее понять и оценить, какие резервы и риски есть для формирования доходной части бюджета. Основные прогнозы связаны с ростом реального сектора экономики и в России в целом, и в Татарстане в частности. Другое дело, что нужно критически и объективно смотреть на качественные показатели этого роста. Один момент, если он опирается только на мощный рост военно-промышленного комплекса по понятным всем причинам. И другой коленкор, если наряду с ВПК, несмотря на все санкции и препоны Запада, растут и развиваются строительство, несырьевой сектор, обрабатывающие производство, малый и средний бизнес. А для этого сейчас, конечно, уже мало простого не мешать. Нужно мощно поддерживать, снимать административные барьеры, оказывать всестороннюю поддержку. Один из вопросов, на который стоит обратить особое внимание – снижение так называемых антикоррупционных рисков. Немного информации и цифр для понимания общей картины. В 2023 году в республике был проведен опрос о воздействии коррупции среди предпринимателей муниципальных районов. В опросе приняли участие около 300 респондентов. И по его результатам мы получили следующие показатели. Наиболее коррумпированные сферы деятельности в России 37% опрошенных отметили сфера получения разрешений, справок, лицензирования, аккредитации. В Татарстане так заявили около 17%. При этом в республике самой коррумпированной назвали сферу государственных закупок, около 29% опрошенных. В России об этом заявили 18%. Следует отметить как положительный факт, что в республике сфера контрольно-надзорной деятельности отмечена в качестве коррумпированной только 8% респондентов, тогда как в целом по стране эту сферу более коррумпированной считают 37%. Существенно отличаются и показатели в сфере регистрации сделок с недвижимостью земельных отношений. В республике коррумпированной считают эту сферу 11% опрошенных, а по стране почти 26%. Ну и самый приятный момент. 41% опрошенных отметили, что не сталкивались с проявлениями коррупции. Для сравнения, в 2020 году эта цифра была намного меньше – 26%. В 2018 году в Татарстане по поручению Рустама Минниханова был создан Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». За все время его работы было проведено 15 заседаний общественного совета и рассмотрено более 150 обращений предпринимателей. По всем из них были подготовлены экспертные заключения. Несмотря на то, что Центр рассматривает только сложные, неоднозначные вопросы и обращения предпринимателей, которые требуют кропотливой и тщательной работы экспертов, взаимодействия с государственными органами, правоохранительными органами, прокуратурой, нередко изменения в законодательстве, в том числе федеральном, результативность, тем не менее, высокая. Подробности в нашем репортаже. Ваш вопрос уже решен, надо его донести. Дайте нам возможность сделать замеры. По данным уполномоченного при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей, примерно 2/3 всех обращений бизнеса – стандартные текущие вопросы. Их можно решить в рабочем порядке. Самые масштабные и острые выносятся на такие встречи. Я просто извиняюсь, я, конечно, не привыкла спорить. Не извиняйся, ты предприниматель, ты говоришь, что ты хочешь. Для бизнеса это, как правило, шанс. Решая свой больной вопрос, есть возможность обратить внимание высоких руководителей на острые проблемы целой отрасли или широкого круга коллег-предпринимателей. Понятно, что досконально вникать во все юридические тонкости не всегда возможно, да и сама встреча не может длиться больше, чем несколько часов. Отсюда логичный вывод. Часть юридически сложных вопросов остается неохваченной. Я сама учредитель руководитель Кто-то предпочитает задать их, к примеру, прокурору республики, гласно, либо, что намного чаще, кулуарно, без широкой огласки, тем более в СМИ. Такое право у предпринимателя, безусловно, есть. Однако, если и такой подход не приносит удовлетворения, тогда либо обращение в телевидение или в газету, либо закрыть бизнес, подсчитать убытки и не спешите сдаваться, говорят предпринимателю в Центре общественных процедур «Бизнес против коррупции». Именно на эту площадку приходят либо самые смелые предприниматели, либо самые отчаявшиеся, либо те, кто еще верит в справедливость и правовое общество в России. Должна быть площадка, где бизнес, государство и общество может обмениваться мнениями.
Темы для такого обмена опытом могут быть и глобальными, требующими серьезных законодательных инициатив или кропотливой работы на перспективу, как, например, вопрос подготовки кадров для отрасли малого и среднего бизнеса, который затронул ресторатор Вячеслав Миллер. Вопрос кадровый превратился в вопрос безопасности страны на сегодняшний день. Это может быть частный вопрос, который, если разобраться, имеет острый социально-общественный интерес, как, скажем, проблема, поднятая в свое время предпринимателем из Зеленодольска Дмитрием Грузковым, который занимается пассажирскими перевозками. Ситуация банальная. Есть перевозчики, есть пассажиры, в том числе и льготники. Нет работающего механизма компенсации затрат тем, кто их перевозит. Точнее, в теории, на бумаге он есть, а на практике не работал. Законодательно, с помощью ЦОП «Бизнес против коррупции» проблему вроде бы сняли. Но остается вопрос с размером компенсации. Он, по мнению Дмитрия, несправедливый, потому как неравнозначный для муниципальных перевозчиков в Казани и частных в Зеленодольске. Аргумент чиновников, говорит предприниматель, мягко говоря, странный. А нам пишут: а вы знаете, что данные средства приведут к увеличению выделения средств из бюджета республики. А это недопустимо. Поэтому вам отказано. Вы знаете, когда я разговариваю с чиновниками и говорю, что вот по закону не так или не так, некоторые из них говорят: ты скажи, что там не так в законе. Закон мы сами пишем. Поменяем и сделаем так, как нам будет удобно работать. Я считаю, что данный подход, он вообще неприемлем. Другие вопросы, поднимаемые на площадке «Бизнес против коррупции», можно условно разделить на 3 категории. Первая, достаточно обширная часть, касается неправомерного привлечения бизнеса по уголовным делам. Таких, как здесь говорят, кейсов более чем достаточно. Нашумевшее дело Сергея Хазова, которое было поднято на одном из первых заседаний Совета. Спор хозяйствующих субъектов, как считали юристы ЦОП, привел к уголовному преследованию предпринимателя. Далее суды 2 инстанций и достаточно суровый приговор в виде лишения свободы на 2 года и 10 месяцев. Продолжение борьбы, потери бизнеса и через некоторое время все-таки отмена предыдущих судебных решений. Суд первой инстанции его признал виновным, осудил к реальному лишению свободы. Суд апелляционной инстанции поддержал. А вот 6-й кассационный суд общей юрисдикции, в том числе рассмотрев кассационную жалобу, которая была составлена в том числе нашим экспертом, оправдал его. Оправдал и признал право на реабилитацию. Когда дело касается штрафов, задолженности и репрессивная машина государства часто действует жестко, не считаясь доводами предпринимателя. Об этом рассказал нам и Общественному совету «Бизнес против коррупции» Дмитрий Драгун. Суть проста. Предприниматель продал технику контрагентам из Пермского края. Те, не вступив еще в право собственности, совершают административные правонарушения, признают его, но огромный штраф приходит, вы уже догадались, кому. Отбиваться от судебных приставов и добиться возврата средств удалось только спустя полгода после заседания Совета. Все равно результат положительный, считает Дмитрий. Усилий, нервов ушло, скажем так, не так много. Нам в большей части помогал Совет. То есть у нас был куратор, который вел этот вопрос. А по срокам, наверное, где-то порядка полугода все равно заняло. Практически все вопросы, которые попадают на рассмотрение Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», при обращении к прокуратуре рассматриваются в пользу предпринимателя, как правило. Этому есть и объяснение. Безусловно, надо понимать, что если предприниматель пришел с своей болью, которая не решается, и готов ее гласно озвучить, рассмотреть с участием прессы, с участием сотрудников прокуратуры, широкого круга юристов, значит, он уверен в своей правоте. ЦОП дает такую возможность, чтобы предпринимателя услышали свою проблему, потому что часто бывает так, что это не единичная проблема, которая касается только одного человека или организацию какую-то. Нет, иногда это системная бывает проблема. Был случай, когда обратившегося в Совет предпринимателя, учредителя и директора ООО «Жилищно-коммунальные услуги» Елену Кулькову освободили от уголовного преследования прямо по ходу заседания. Очередной успешный кейс пока рано, так говорит, поясняет нам Гульнара Сергеева. Мы заранее же материал направляем в прокуратуру, и уже на заседании нашем, когда мы рассматривали, нам объявили о том, что дело в отношении этого руководителя управляющей компании прекращено. Это был большой плюс. Даже адвокаты и сам руководитель были удивлены. Но сейчас опять этот вопрос встал. Он же никуда не делся. Правовая коллизия осталась неразрешенной. Эти дома были построены в селе Белобезводное Зеленодольского района еще до их вхождения в
территорию Волжско-Камского заповедника. Очевидно, что сливать нечистоты теперь жильцы в поля не могут, не имеют права. Единственный выход, как посчитали в управляющей компании, возить отходы в Казань и повысить тариф, что в принципе тоже незаконно, посчитали в Госкомитете по тарифам. Искать непростое решение в сложном лабиринте юридических нестыковок, правовой неопределенности юристам центра не привыкать. К слову, все они работают на безвозмездной основе. Любить надо свою работу, когда любишь, и время, и желание есть выполнять ее. И хотелось бы сказать, что это все-таки работа целой команды. За 5 лет работы площадка «Бизнес против коррупции» доказала свою востребованность и эффективность, а значит, продолжение будет. Ведь само осознание, что тебя могут защитить, поддержать, не оставить один на один с твоими проблемами, уже внушает оптимизм, заряжает энергией, а это уже немало. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов, Булат Абдульманов, Андрей Ключников. 7 дней.